Сегодня исторический день, ему 140 лет исполнился, и здесь у нас барельеф открываем. Это великие знаменательные события. А так, проставить современным нашим языком сказать, это был очень эффективный менеджер и государственник. За свои около 30 лет правления страной он сделал столько, ну, мог, на его уровень может только сравняться Петр I, наш царь. Петр Великий назвали. Благодаря него построен был 1500 заводов, крупных, не маленьких, раз. Во-вторых, сторону населения в каком состоянии принял? Принял с охой, оставил с атомной бомбой. Ты сказал, да, ну я тоже, это надо тоже историю знал. А так, он ликвидировал и безграмотность, он и электрификацию сделал, он и образование бесплатно сделал. То есть основал всю промышленность. Конечно, оно было в руинах и вот так. Не говоря... Ну, в общем-то, и не было этой да, не говоря, Олег, он государство, нашей территории СССР, как увеличил-то за счет своей мудрой политики, он всегда не раздавал, как нынешние вот эти типа Шеварднадзе, а увеличивал. Благодаря нему мы превратились и Курильскими островами, и Камчатка полностью был наша, и в Европе дошли СССР до Львова, до польской границы. Ну, скажу еще раз, величайший человек, его народ не имеет права забывать, потому что о нем говорят его дела. А насчет репрессий, это чушь. Не ошибается, кто-то ничего не делает. Он лично никому не давал убивать. Он всегда сказал, суд должен, справедливо должен быть, и должен победить это. Как говорится, вор должен сидеть. Если он изменяет страну, тоже должен сидеть. Человек величайшей буквы. Таких Сталинов на данном этапе нам очень не хватает. Я хочу, поэтому народ снизу его понял, как бы не был бы, поднимает его великие дела, памятники ставят, и у нас в Чебоксарах барельеф открываем. А простой народ, так, без указки чиновников, так ничего не делает. Я еще раз говорю, что нам сейчас в наше время нужен такой человек, как Сталин, чтобы страной командовал. И руководил мудро, и олигархов немного, вот так. Их аппетит не уменьшается. Спасибо. И такие люди, как Сталин, только может страну и народную жизнь облегчить. Простого народа. Я это говорю как коммунист с большим стажем. Все, спасибо, Олег Самолаз. Виссарионович Сталин, вот значение для нашего сегодняшнего народа. Вот прокомментируйте, пожалуйста, значение Сталина. Я знаю Иосифа Виссарионовича Сталина еще вот с маленьких лет. Война началась, мне было 2 года, 2 месяца, а у меня отец был коммунистом, а портрет Сталина висел на стене. Когда он пошел на фронт, портрет Сталина остался на стене. И я вместе со Сталиным всю войну глядел на него, как на Бога. Это великий человек, это великолепный человек, который не только для страны, для всего человечества сделал огромную работу по спасению человечества от гитлеровского фашизма. Это великий человек, и как бы к нему кто ни относился, наши недруги, он никогда из жизни не исчезнет, Сталин. Сталин был жив, и он будет жить вечно. Это великий человек, генералиссимус Сталин, он в лице народа будет всегда героем. Люди, когда солдаты наши шли на фронт и в атаку, они шли с именем Сталина, за родину, за Сталина. Это величайший гений всего человечества. Не зря Черчилль сказал, что во время очень сильных, больших испытаний страну возглавил гений, полководец,
великий Сталин. Вот благодаря этому спасли весь мир. И Черчилль был врагом нашей советской власти. Ярый враг был. Но смотрите, какую дал оценку. Признавал СССР. СССР признавал. Уинстон Черчилль, премьер-министр Англии, дал такую оценку Сталину. Вот. И он никогда не... Этот Сталин, имя его и его заслуги, они всегда останутся. Сегодня день рождения нашего великого полководца, нашего великого учителя, генерала-лиссимуса Сталина Иосифа Виссарионовича. Ура, дорогие товарищи! Иосиф Виссарионович, большевик, терпел лишения в царском режиме. В Архангельской области находился на высылке, затем в Красноярском крае, Туруханске. Убежал, добрался и в конечном итоге стал одним из руководителей штаба по восстанию Великой Октябрьской социалистической революции. Биографию Сталина вы хорошо все знаете, поэтому нет необходимости читать вам. Вы прекрасно понимаете, кто такой Сталин, какое значение он сыграл для нашей страны. Страна, помните, Черчилль говорил о том, что принял Россию с охой и оставил с атомной бомбой. Самая великая заслуга Сталина Иосифа Виссарионовича: он превратил Россию нищую в сверхдержаву, и без которой в мире не решался ни один вопрос. Именно Сталин укрепление обороноспособности, именно под руководством Верховного Главнокомандующего Сталина Иосифа Виссарионовича советский народ одержал великую победу над фашистской Германией. Это действительно была всемирная историческая миссия Красной Армии освобождения всего мира от фашизма. Мы, коммунисты, должны именно напомнить, и чтобы все наши трудящиеся Чувашской республики помнили о Сталине Иосифе Виссарионовиче. И как не зря его на это звали в свое время отец народа. Действительно был отцом народа. Заботился и работал круглыми сутками за благо советского народа. На обстановке открыть барельеф Иосифу Виссарионовичу Сталину. Давайте поручим открытие барельефа председателю Союза советских офицеров Бушеву Юрию Артемьевичу и первому секретарю Чувашского рескома Шевчану Сергеевичу. Открываем. Ура, товарищи! Ура! Sanran kılaşı kuşuna, sanriyatna varlaşı, Sanran kulzada girince, san vidinge suraşı, Kama yuraşın из России, Kama eski lежащий, Kama yuraşın из России, Россия.
тусуй-сан, едем Европа. Америка, Америка, тусуй-сан, едем Европа. Америка, Санту-Сумар, Санту-Сумар, Шавшиткам, волшебца хуже чесана, волкаса паклыча сана, вышица ярыча, сана. Европа дидери, курните с Парачавске, курин же делу тура, участвуйте России. Европа бед, Елпулар, Анчак Шанмасты бибуна, Европа на Шанмасты, Хайегана в Юрадай, Хайегана Саватю, Кама Юрашины с Россией, Кама Эскивишишин, Кама Юрашины с Россией, Россия. Тусуй-сан, едем Европа. Теннис России, Энерго в нас Украине, Юрашин. Санадин, Сутрыч,